Пресс-конференция началась с вопроса формирования новой структуры Министерства здравоохранения, которая предполагает переподчинение всех районных больниц Минздраву. Мы подали документы о том, чтобы переподчинить все районные больницы Минздраву Республики Абхазия. В этом есть свои плюсы, конечно, и так должно было быть изначально. Документ находится в разработке в парламенте и в кабинете министров. Я думаю, что в кратчайшее время он будет принят, и мы все это будем структурную единицу приподчинять себе. Еще в 2012 году в рамках российского комплексного плана на оснащение больниц Абхазии необходимым медицинским оборудованием было выделено свыше 360 миллионов рублей. По словам Анзора Гоова, с тех пор эта сумма не менялась. Все средства были потрачены на восстановление объектов. Мы оснастили все больницы практически новым оборудованием. Это в Гагаринскую больницу, в Гудаутскую, республиканскую онкологию, туберкулезную и психиатрическую больницу. Мы поставили новое рентгеновское оборудование полностью. И флюорографы, и в онкологию еще поставили коротковолновый облучатель. Также мы закупили передвижные диагностические комплексы для того, чтобы была проведена диспансеризация. Закупили операционные блоки для республиканской больницы, Гудаутской больницы, онкологии и туберкулезной больницы. Также оснастили лабораторным оборудованием все больницы, которые стояли у нас в комплексном плане. Закупили самое такое оборудование качественное для малоинвазивной хирургии, эндоскопическая, в республиканской больнице стоит. Закупили аппараты ультразвуковой диагностики экспертного класса и премиум класса, и передвижные. Также мы закупили передвижные рентгеновское оборудование для всех палатные рентгены. Закупили инструментарий. То есть все это полностью мы уже закупили, все стоит, все в работе уже. В рамках инвестиционной программы на 2017 год будут также отремонтированы Тхуарчалская и Сухумская республиканская детская больницы. Ведутся переговоры по выделению дополнительных средств на постройку кардиоцентра на базе республиканской больницы. В Очимчирском районе при финансировании местного бюджета ремонтируются и создаются новые фельдшерско-акушерские пункты. 3 района – Гаузский, Тхуарчалский и Очимчирский – прошли диспансеризацию. По словам министра, результаты диспансеризации среднестатистические и никаких опасений не вызывают. Было обследовано около 60% жителей 3 районов. Анзор Гоов также привел данные по пациентам, получающим медицинскую помощь в Российской Федерации. За прошлый год, вот на сегодняшний день, проплачено где-то около 50 миллионов, у нас прошло 609 пациентов, еще лечится где-то около 100. В ближайших планах Министерства здравоохранения создание диспетчерской службы единой экстренной медицинской помощи. На 2018 год запланирована установка пунктов сдачи донорской крови. На пресс-конференции речь шла и о Сухумской городской инфекционной больнице, которая нуждается в ремонте. И я вам скажу, что это наша боль. Там и врачей инфекционистов не хватает, вот именно по тем специальностям, которые у нас были. Вот в этом году мы направляли только те специальности, которые, то есть стоматологию, все это мы не набирали в этом году. Мы отправляли на обучение по ординатуре даже и по всем специальностям, те, которые нужны нам сегодня. Но вы знаете, в силу того, что наши жители все хотят работать в столице, когда в районах нет врачей. Вот с этим у нас проблема большая. Анзор Гоов прокомментировал санитарно-эпидемиологическое состояние Сухумского роддома. По его информации, итоги работы по этому вопросу специальной комиссии будут объявлены 21 декабря на коллегии Минздрава. В соответствии с итогами в рамках коллегии будут вынесены соответствующие решения. Кроме того, Гоов сообщил, что бюджет Минздрава Абхазии на будущий год составит 580 миллионов рублей.